24 часа напряженной спасательной операции на Эльбрусе в условиях нулевой видимости. Сотрудники МЧС Северной Осетии успешно эвакуировали группу туристов, куда вошли 4 граждан Беларуси и 1 россиянин. Они подали сигнал бедствия после того, как 3 участника восхождения получили травмы на высоте нескольких тысяч метров. Все подробности у Станислава Кантемирова. Благоприятная погода позволила вертолету Ми-8 МЧС России вылететь из Махачкалы к месту стоянки группы. Оттуда борт доставил пострадавших туристов на аэродром на окраине Владикавказа. Спасательная операция длилась ровно сутки. Людей искали сразу несколько групп. В их числе 20 добровольцев. Несмотря на дождь и туман, пострадавших обнаружили, погрузили на носилки и перенесли в безопасное место. Залина, как самочувствие? Пойдет. А вот забрать пострадавших с первого раза пилот не смог. Пошел на дозаправку, вернулся. Эвакуация людей проходила в сложных метеоусловиях с помощью подвески на высоте около 2700 метров над уровнем моря. К туристам на перевал Комлагат спасатели добрались накануне утром. 10 июля 3 альпинистов сорвались с гребня перевала и скатились по телу ледника на расстояние около 300 метров. 2 девушки и мужчина остались живы, но получили серьезные травмы. Сигнал бедствия подала руководитель тургруппы. Одна ошибка и все. Первый полетел, все остальные за ним полетели. На данный момент там остается еще одна пострадавшая. Она повредила плечо, нуждается в посторонней помощи. Если сейчас экипаж дозаправится, им штаб разрешить на вылет, на повторный вылет, то будут работать по дальнейшей транспортировке пострадавшего и оставшуюся группу спасателей. В горы они отправились в 2-недельный тур, который предполагал и восхождение на пятитысячник гору Казбек. Перед началом похода группа официально зарегистрировалась в МЧС. Станислав Кантемиров, Александр Галкин, Мир 24.